Салават Тагирович, рад вас приветствовать в Краун Плазе. Последний раз мы встречались в Иктыкуле, вы тогда были директором санатория. Рад вас видеть в новом статусе. Да, почти уже год прошел. Скажите, вот COVID-19 обвалил выездной туризм. Фактически Турция и Египет, традиционные направления, сейчас закрыты. Это способствовало, конечно же, развитию внутреннего туризма. Готовы ли мы, готова ли республика, инфраструктура для приема такого количества отдыхающих? Ну, давайте я, наверное, начну с цифр. Да, у нас примерно ежегодно за границу вылетают из республики 370-380 тысяч человек. Это менее 10%. Ну, большая часть, это, естественно, жители республики, но есть еще жители Магнитогорска, для которых городом вылета это Уфа, и для Оренбурга, Оренбургской области, это тоже Уфа. Но все равно львиная часть это наши жители. Да, да, но это вот, если так считать, что ежегодно у нас за границу летает, ну, где-то в районе менее 10% народу. Много это, мало? Ну, не знаю, наверное, это, ну, в принципе, достаточно. Но теперь они поедут куда-то к нам? Ну, они поехали уже к нам, в принципе, да, и надо сказать, что вот точного количества мы еще не знаем, сколько людей вообще отдыхают в Краснодарском крае летом, да, и в Крыму. Такого учета никогда не вели, и такой цифры еще нет. Но это, понятно, тоже очень такая большая доля, но там уже не 10, наверное, скорее всего, чуть больше, наверное, процентов. Они, естественно, тоже многие остались в республике. Мы вот, буквально я вчера разговаривал с коллегами из Сочи, и также с Кисловодска. Там сегодня в санаториях очень малое количество людей, потому что получение вот этих справок, это, в принципе, определенные трудности составляет. Ковидные справки, да? Ковидные справки, так называемые. Там два вида справки, которые людям получать их тяжеловато. Ну, и многие просто не заморачиваются и не едут. На год многие кто-то там отложил свои поездки. Они все остаются, естественно, в тех регионах, в которых они живут. И из Башкирии поехала в Башкирию, это первый момент, да. Второе, соседние регионы, все едут к нам, потому что знают наши очень шикарные природные ресурсы. Понятно, поток в этом году из Татарстана, из Самары, Оренбург тот же самый. Учитывая еще погодные условия, да, в Оренбурге сейчас очень жарко, многим нужна вода, многим нужна прохлада лесная, они все едут сюда. И Челябинская область, Екатеринбург, и Север, все они традиционно к нам ездили, просто поток в разы увеличился сейчас в это время. И мест сегодня, ну, до конца августа их нет. Практически все базы заняты, да? У нас вот самая простая цифра, которая говорит о потоке, это то, что все переполненные гостиницы. И вторая цифра, это вот на днях Шульганташ, заповедник Шульганташ принял решение практически в 2 раза поднять цены на выходные дни для того, чтобы регулировать весь поток, который к ним идет, чтобы в рабочие дни народ ехал в заповедники, а не на выходные все скапливались в одном месте. Ну, с одной стороны, это хорошо, это занятость, это, в принципе, развитие туриндустрии именно республики. Насколько вот сейчас наши турбазы, дома отдыха, наши главные туристические объекты готовы переварить весь поток? Да. Но смотрите, мы это уже предполагали, в принципе, в апреле, и в мае уже стало понятно, что ситуация она будет идти именно в таком режиме, что мы только открываться будем в июне, в июле, и, скорее всего, многие регионы будут закрыты, и границы России. Это было понятно, поэтому мы определенную работу, естественно, провели со своими туроператорами, турагентами, чтобы они разрабатывали новые маршруты. Также разговаривали с базами и с гостиницами, да, у кого есть возможность увеличить количество мест. В принципе, многие соглашались с нашими доводами, и когда они не работали, кто-то занимался именно расширением и разработкой новых маршрутов. Вот это, в принципе, как-то частично разгрузило тот поток, который к нам приехал. У нас, наверное, больше, так скажем, развит именно дикий туризм. Да, вот я хотел спросить, организованный и дикий туризм, какая примерно пропорция? Как вы можете примерно оценить, допустим, какая доля организованного туризма через туроператоров? Сейчас начинаем только эту статистику вести. Вы же понимаете, это Госкомитет по туризму, он создан так буквально несколько месяцев назад, да. Да, в ноябре. Мы по факту начали работать только в апреле, начали в марте, в апреле комплектоваться. Но и пандемия нам помешала многие наши желания так осуществить, да. Мы сейчас разрабатываем такую некую методику, да, стимулировать ательеров и турагентства, туроператоры, чтобы они нам реальные цифры давали. Те официальные данные, которые они сдают в Башстат, они абсолютно не сходятся с теми данными, которые мы просто мониторя ситуацию и понимаем, что это абсолютно разные цифры. Поэтому надо честно сказать, что там количество туристов реальных, которые приезжают, и кто самостоятельно, кто через турагентство, туроператор, такого учета реально не ведется. Вот единственные цифры, которых я уверен,
уверенностью могу назвать, это те люди, которые улетали в Турцию, за границу, потому что они все летят через международный аэропорт Уфа, по ним у нас цифры есть. А внутри республики сколько въезжает, из каких регионов, мы сейчас как раз-таки эту большую работу делаем, ну это да, там это большая исследовательская работа на самом деле. Вообще вот цифра 2,5 миллиона за прошлый год туристов, она в прессе фигурирует. Эта цифра, она все-таки в этом году будет перекрыта? Мы надеемся на это, мы для этого все делаем, и как раз в сентябре, вот опять же тот показатель, да, сейчас уже многие коллеги, турагентства, туроператоры начинают работать по направлению осень, как раз таки, потому, как правило, у нас в межсезонье мы мало грузились, мы сейчас хотим вот этот такой тренд переломить, да, и сентябрь, октябрь обеспечить загрузку туробъектов республики. На заседании правительства вы говорили о том, что вот в эти низкие сезоны вы будете развивать программу по пенсионерам, по активному долголетию. У нас была долгое время программа социального туризма с 2011 года, но она вызывала нарекания с точки зрения того, что там очень большая очередность. Я с вами здесь полностью согласен. Да, вот мы были первыми в России, которые в свое время запустили эту программу. Она очень хорошо работала. Но время проходит, надо модернизировать, новые подходы где-то надо те ошибки, которые были допущены, их скорректировать и начать работать по-новому. Что мы для этого делаем? Да, сумма пока остается такая же. Да. Ну, во-первых, надо начинать, наверное, с суммы, которая, в принципе, маловато для того, чтобы закрыть всю территорию республики, чтобы у нас, по сути, каждый пенсионер, ну, условно, который в эту категорию попадает, могли посетить все, скажем так, республиканские объекты, куда они хотят. Но это, как правило, такого возраста люди, они стараются попасть в санаторий. Мы это уже придумали механизм, как они, чтобы попадали напрямую в санаторий, без посредников. Эта схема тоже она рабочая. То есть люди будут получать напрямую сертификаты и ехать в санаторий, и, соответственно, с бюджета это будет компенсироваться для санаториев. Другое направление, которое мы хотим сейчас, однодневные экскурсионные маршруты, которые по республике мы совместно с муниципалитетами разрабатываем. Но на самом деле мало кто путешествует по республике и знает все объекты. Условно, там житель Бурзянского района, хотя, наверное, живет рядом с пещерой Шульганташ, да, его на самом деле он посетил, может, один раз в жизни, да, за 50 лет, за свои 55, может, один раз. И, как правило, люди, которые рядом живут, они, как правило, не посещают объекты. Я уж не говорю о том, что они куда-то выезжают за пределы. Ну, у нас менталитет такой народа, который в республике живет, они мало, на самом деле, внутри республики путешествуют. Нам надо стимулировать людей, особенно такого возраста, активного, да. То есть это такой муниципальный туризм? Ну да, потому что в каждом районе есть что посмотреть, в каждом районе есть уникальные музеи. Ну, по количеству музеев мы тоже как бы в России занимаем такое не последнее место уж точно. В первой тройке, пятерке, наверное, по-любому находимся. И в музеях, поверьте мне, там огромное количество интересных экспонатов, истории района и огромное количество народу, который живет там, больше 140 наций, которые живут в республике, да, их интересные культурные центры, которых обязательно надо посетить, потому что они очень интересные. Мы для этого как раз-таки делаем, чтобы соседние районы ездили в соседние, там, в пределах 2-3 часовых маршрутов, чтобы они ознакомились с районом. И это некое объединяет людей, и самое главное, мы стимулируем для того, чтобы они больше путешествовали. И также, кстати, природные объекты будем посещать. Но это и доступно. Тоже... Да, да и доступность, да, конечно. Говоря об отдыхе, сегодняшнее нынешнее лето, аномальная жара, она привела к тому, что практически на каждом водном объекте толпы отдыхающих, а с другой стороны, наша культура отдыхающих оставляет желать лучшего. Многие жалуются, что нет условий. То есть на том же Кандыркуле нужно платить за въезд, а при этом элементарных условий там владельцы не создают. Делается ли что-то для того, чтобы создать все-таки какой-то сервис для отдыхающих? Хотя бы минимальный. Если мы говорим о комплексном подходе, да, к особо охраняемым природным территориям, есть такие проблемы, которые на уровне законодательства, на уровне нормативных документов, да, которые надо дорабатывать, надо над этим работать. Где-то есть федеральные моменты, да, федеральное законодательство, где создаются барьеры для осуществления тех или иных, в том числе по привлечению инвесторов и по расширению услуг в тех же особо охраняемых природных территориях. И созданию условий именно, начинаем от обычных санитарно-бытовых, заканчивая отелями и всеми остальными. Есть проблемы, которые надо решать. И самой организации работы. Я думаю,
коллеги из Минприроды проблемы решат, на следующие годы, мне кажется, такие проблемы не будут повторяться. Потому что есть опыт других, опыты, которые, в принципе, эту работу выстроили внутри республики. Там, ну, таких проблем нету, в том числе и федеральных. Там, Нацпарк Башкирия, заповедник Шульганташ. Они научились этим потоком работать и зарабатывать на этом потоке, и создавать условия. Да, может, они не всегда очень шикарные, там не пятизвездочные отели пока, да, но условия, хотя бы элементарные бытовые условия, люди платят, и они понимают, за что они платят. Ну, тут, я думаю, коллеги из Минприроды доработают вопрос на следующий год, мне кажется, эти проблемы снимутся. Введение туристического сбора вы поддерживаете? Где планируется ввести этот туристический сбор? Будет ли он вводиться? Давайте, наверное, начну с истории, да, откуда, в принципе, вот эта проблема возникла, как мы ее предлагаем решить. В свое время был очень известный маршрут, 59-й маршрут, который сплав по реке Агидель. Была только одна точка входа, ну, на самом деле была одна дорога только доехать до Кагги, да, и сплавляться до деревни Бекузино, где сейчас Юмагузинское водохранилище, это в Кугарчинском районе. Этот маршрут там длился порядка 20 дней, и люди сплавлялись, да, в том числе, кстати, у нас Сергей Лавров, министр иностранных дел, да, тоже. Он, говорит, такой страстный любитель, да. Да, страстный любитель, да, был, и, когда он был студентом, и сплавлялся по этому маршруту. И, в принципе, наверное, скорее всего, тоже так же, как и все, там 21 день провел в Башкирии. Вопрос в том, что сейчас на примере той же Агидели, если взять, огромная точка входа на сплав, да, есть и двухчасовые, трехчасовые, однодневные, трехдневные, все маршруты есть. Но проблема в том, что сейчас там огромное количество людей, можно сказать, даже пробки создаются из катамаранов, там в районе того же Шульганташа, и кто-то же должен эту территорию управлять. Это же пробки на воде. Ну, я имею в виду пробки на воде. А вот... Но если, да, сейчас продолжим, да, если у нас есть Шульганташ заповедник, если там уже более-менее отрегулированы все эти стоянки и уборка мусора в нацпарке Башкирия, по территории которой все проходит этот маршрут, но до этих заповедников, да, начиная от Кагги, даже сейчас сплав начинается с Белорецкого района еще выше, да, все эти стоянки, никто ими не управляет, никто им не создает условия. Но это же глупость, да, 3 дня будешь сплавляться и со своим мусором. Их все равно люди оставляют где-то, потому что невозможно 3 дня со своим мусором сплавляться. Ну, это опять же тот же сервис. Это и сервис, на это да. нужны средства. И сколько вот просто, ну, допустим, если будет в Бурдянском районе, к примеру, такой вот туристический сбор, мне для понимания, я приеду на этот отдых, сколько я должен буду заплатить этот туристический сбор? Есть ли какие-то расчеты? Смотрите, есть опыты, давайте так скажем. Да. Да, вот тот же опыт нацпарка Таганай, который в Челябинской области, он на границе находится именно Златоустом. Да. Для местных жителей там порядка, для пенсионеров, по-моему, символичный вход за 10 рублей на территорию нацпарка. Для местных. Для местных, да. Для туристов, соответственно, там порядка 100-150 рублей. Ну, то есть все посильно. Ну, конечно, да, речь не идет о 1000, больших, там, конечно. Нам же сначала надо некий механизм придумать, правовой в том числе, и осуществимый в современных реалиях. Ну и сюда будет включаться вот как раз этот вопрос, связанный с тем, чтобы на каких-то стоянках увозился мусор организованно, чтобы была какая-то в этом плане... Элементарные условия создать, да, в том числе и обеспечивать, там, допустим, той же связью, да, там, те же медицинские услуги или что-то. Но в первую очередь, конечно, экологические проблемы, которые надо решать, потому что несется огромная нагрузка. Ну, если вы же сплавлялись, наверное, были в этих реках, да. А вот, кстати, Ради Фаич, он рассказывал, что как раз тоже участвовал в сплаве. Но это по Бурзянскому району, да, но сейчас эти места уже продаются как маршрут головы. Маршрут Хабирова. Да, маршрут Хабирова называют его. Ну, такой хороший маркетинговый ход. В принципе... Но там стоимость не увеличилась за это? Да нет, стоимость. А сколько вот стоимость примерно, допустим, если сплавиться по этому маршруту примерно? Ну, сплавы у нас, насколько я помню, там где-то от 500 тысяч рублей в сутки, в зависимости от выбранных условий. Там разные условия есть. От 500 до 1000 рублей на в сутки? На одного человека. Да. Ну, это вполне доступно. Я думаю, да, вполне доступно. Но нет у себя необходимости там покупать катамараны, там палатки, это все туроператоры организовывать. Какие туроператоры? Это наши, республиканские, да? Да, но надо сказать, что у нас туроператоров, которые состоят в федеральном реестре, именно как туроператоры, их всего 44 единиц. На самом деле, конечно, большее количество людей, так называемые серые туроператоры, которые, в принципе, организуют. Они, да, получают деньги за организацию работы. Но это, да, с одной стороны, вроде бы хорошо, они занимаются потоком, но на самом деле ни республика, ни бюджеты разного уровня не получают с этих денег. Вот наша сейчас как раз-таки задача, мы тоже над этим голову ломаем, как вытащить этих серых туроператоров, да, на нормальный уровень. Надо сказать, даже многие серые туроператоры даже предоставляют
качество услуг намного лучше и намного правильно организована работа, но по сравнению с официальными турагентствами, туроператорами. Я могу сказать, вот у нас один парень. Более гибче просто, да. Ну да, они нормальные, хорошие бизнесмены, просто их надо собрать, посидеть, поговорить для того, чтобы от них тоже нам была польза. Но самое главное, от нас им была польза некая, чтобы это не было там просто давайте продавим этот серый бизнес, чтобы он вышел. Нет, конечно, там какие-то на уровне диалогов их вытаскивать. Но вот могу сказать, один парень молодой, ему лет, наверное, 25, я случайно в прошлом году еще до этой работы с ним познакомился, он порядка 1500 человек в прошлом году повел на ИГИР. В этом году он расширился, вот мы недавно с ним встречались, я говорю, ну давай, наверное, уже хватит тебе в серую работу, давай думать, как ты будешь в белую выходить. Просто у него была боязнь, как бы, я не знаю, там препоны сейчас меня начнут прессовать. А вот эти самозанятые, которые вот сейчас получили в условиях пандемии определенные преференции, не могут зарегистрироваться как самозанятые? Там же достаточно выгодно и не затратно. Ну давайте так, деятельность туроператоров это связано все-таки с охраной жизни и с страховками, с многими вещами, которые надо к этому серьезно относиться, потому что... То есть это должна быть фирма какая-то, компания? Ну, какая-то компания, которая несет ответственность. Все, потому что ты ведешь горы людей, ты ведешь на сплав людей, это охрана здоровья, это как бы, поэтому к этим вещам надо серьезно относиться. Там есть требования, которые надо выполнять. Понятно. Салатович, туризм — это совместная деятельность все-таки разных отраслей, это и дороги, транспорт, сервис, питание. В этом году вы достаточно начали неплохо заниматься, это видно по объектам туристической, таких привлекательных объектов в республике, указатели. Скажите, вот получается ли взаимодействовать с различными министерствами, ведомствами, есть ли какие-то, ну скажем так, прорывы или какие-то с вашей стороны направления, где вы видите необходимость объединения, там, я не знаю, Министерства экономики, других министерств? С коллегами мы работаем, в принципе, плодотворно, да, вот, допустим, давайте возьмем вот тот же проект по установке дорожных знаков, да, взаимопонимание там с Госкомтрансом у нас прям идеальный, мы на разных уровнях отработали этот вопрос. Понятно, да, у нас Госкомитет маленький, и количество людей там меньше, еще не выработаны те механизмы вообще взаимодействия, но учитывая опыт коллег, учитывая уже те наработки, которые были, мы там с этими дорожными знаками, вот, поручение главы, мы его выполняем. Здесь сколько вот поставлено сейчас уже знаков таких? Ну, мы планируем поставить до конца сентября 1500 знаков. Это на всех значимых объектах, на федеральных трассах? На федеральных трассах в том числе, на республиканских в том числе, и в региональных, межмуниципальных, и даже в грунтовых дорогах, потому что республика у нас большая, и поэтому объем работы соответствующий, да, там, то есть большой объем надо. И все объекты у нас находятся самые привлекательные на природе. Если это был бы город компактный, и затраты были бы, наверное, соответственно, меньшие сроки. А учитывая то, что у нас только пещер более 1000, из них там около 100 пещер, это потенциально туристические объекты, да, и огромные... Из них 20-30, которые реально используются? Ну, на самом деле, чтобы было понимание, ежегодно у нас в Башкирии открывают 2-3 пещеры новых, а бывает и 10 пещер. И 30% пещер, они примерно изучены хоть как-то, остальные не изучены вообще. То есть у нас огромный потенциал в этом плане. Я только вам по пещерам привел данные. А я не говорю, что сколько у нас неизученных ресурсов, та же минеральная вода, грязь лечебная, да, там, и такие вещи. В Башкирии у нас серьезные исследования по этим ресурсам никто не проводил. Мы как раз тоже сейчас эту работу начинаем заниматься. И с предложением, я думаю, мы там в правительство выйдем, если уже найдем некое экономическое обоснование о необходимости проведения таких исследований. Придорожный сервис питания, вы как-то с Госкомитетом по торговле взаимодействуете? Будет ли он все-таки улучшаться? Многие жалуются на качество придорожного сервиса. Ну вот о чем я говорил, у нас с коллегами, со всеми, с другими ведомствами, там очень хорошие деловые отношения, то есть мы проблем здесь не видим, и все понимают о важности, да, тех или иных направлений. Та же самая работа сегодня уже выстроена с Госкомитетом по торговле. Алексею Николаевичу Гусеву большое спасибо. Имеет, опять же, все свои большие ресурсы, и наши желания, наши хотелки, мы это все вложили под руководством как раз Рустама Хамидовича, все это мы делали, за короткий срок выработали механизм предоставления бесплатных земельных участков, да, чтобы вошел инвестор и строил, и также компенсация тех затрат, которые несут инвесторы при строительстве таких объектов. Надо понимать, вот кафе сам может стоить там порядка, 5-10 миллионов, да, а те затраты, которые ему нужны на присоединение к этим дорогам, да, на выполнение всех требований по безопасности,
инфраструктуру, газ, вода, электричество, там все остальное. Это огромные расходы, которые... И поэтому инвестор, естественно, когда такие затраты перед глазами, ни один инвестор не хочет с этим связываться, потому что зная, что сам бизнес, он довольно-таки определенными рисками связанный, да, там, придорожный сервис, и не всегда он так кажется таким простым. В городе там можно открыть кафе, в случае чего быстро его закрыть или переформатировать. Там это не получится. Там и проблемы с людьми, которых надо, по сути, они вахтовым методом работают, потому что, как правило, не могут найти всех работников на этой территории. Ну, давайте возьмем в лесу где-нибудь, да, будет такой придорожный сервис. Все, это уже как бы тупиковый путь. Для того, чтобы это простимулировать, выработаны некие механизмы, да, которых и Ради Фаридович уже одобрил, мы думаем, их будем осуществлять. В последнее время были заявлены новые интересные проекты. Ну, наверное, самые такой громкие — это геопарк Янгантау, который вошел во всемирную сеть ЮНЕСКО, по-моему, впервые в России и в СНГ. Расскажите, что изменится, значит, в статусе парка Янгантау, и то же самое по Таратау, какие планы? Да, это большая победа, на самом деле, большая победа республики, тех энтузиастов, которые в свое время начали эту работу. Но сейчас какая задача стоит? В геопарке Янгантау, естественно, это дает некий статус для привлечения гостей, в том числе и некий международный статус. Огромное количество людей уже едут в Янгантау. Сейчас надо именно внутри механизмы все отрабатывать. Они уже научились работать с туристом, с турпотоком. Но в этом году там их больше в 2 раза, по их данным, да. Но я так чувствую, что, скорее всего, это в 3 раза они точно выйдут на эти цифры. И сейчас они как раз вырабатывают некие механизмы, работают с турагентами, в том числе туроператорами, вообще с турпотоком. И также и расширяют свой перечень услуг, которые они могут предоставлять, и расширяют также и количество работников, которые у них есть в самом геопарке. Аналогичная большая работа Таратау, да. Таратау, да. Там визитный дом, когда он появится? Визит-центр у них запланирован тоже в этом году. Но, надо сказать, уже инвестор вошел, там поставил, у нас уже юрты есть, да, отель из юрт. Тоже есть поток, в который люди едут. Но они сейчас занимаются большой работой, подготовкой номинационного досье. Для того, чтобы получить этот статус, необходима именно такая большая исследовательская научная работа, которую надо обосновать. И вот сегодня этим они занимаются. Но мы еще сегодня, опять, если сказать про поток, мы совместно опять с коллегами, вы несколько раз спрашивали про взаимодействие, я тоже говорю, с Министерством образования, с Айбулатом Акиловичем Хажиным мы проговорили, как мы туда будем возить детей. У нас простая цель, очень простая, думаю, нетрудно осуществимая, но очень простая. Это цель, чтобы каждый ребенок посетил Таратау. Каждый ребенок в Башкирии должен посетить Таратау для того, чтобы понимать ценность, потому что таких уникальных объектов просто нет. И визит-центр как раз для этого в том числе и будет, да? Конечно, визит-центр, откуда, в принципе, начинается любой парк, да, будь то геопарк, нацпарк. Когда он заработает? Они планируют его уже строительство в этом году начать и в этом году уже закончить. Там будет строительство, там быстро возводимые конструкции. Я думаю, что оно появится в этом году. И еще один проект, это новый, который был анонсирован, это двухэтажный экскурсионный автобус по Уфе. Когда он начнет ездить и что он будет, какие места посещать? План у нас запустить этот автобус 1 августа. Мы сейчас как раз занимаемся с коллегами из Москвы разработкой этого маршрута, как это будет проходить по Уфе, по каким улицам. Да, аналогичный проект уже в России есть, это и в Москве, и в Питере, и в Казани. Мы сейчас хотим аналогичный автобус запустить у себя. И пока по маршрутам я не могу сказать, потому что есть там технические моменты, где-то надо будет троллейбусные линии поднимать, потому что в других городах это очень быстро сделали. В той же Москве за очень короткий срок подняли все троллейбусные линии, поэтому по Москве этот автобус без проблем ходит. Но у нас есть некие проблемы, сейчас мы его, технически его тоже решаем. Планируем этот автобус запустить с 1 августа. Кстати, уфимцы, надо сказать, мало знают свой родной город, историю своего города. Сами уфимцы могут даже поездить. Конечно, это в первую очередь даже, наверное, сами уфимцы поедут в большом количестве. И мы, кстати, чтобы опять же, переломить этот момент, да, мы тоже планируем с 1 августа запустить бесплатные экскурсии в центре города. Это у нас будет с гильдией экскурсоводов, мы это совместно будем делать. Можно будет записаться на сайте terrabashkiri.ru. Мы прямо на днях этот сервис запускаем на сайте. Люди могут записаться заранее на бесплатные экскурсии, так что и вас тоже приглашаю. Спасибо. Пройтись по центру города Уфы и узнать историю города. Спасибо, Слава Андреевич. Все, спасибо.